Я была последним ребенком в семье. Мои родители на тот момент были уже довольно взрослые, и я всегда с самого детства старалась их сберечь. Я делала визуализации, я стремилась к своей цели, держала фокус на своей цели, прописывала свои шаги. Вот слово «миссия», она как-то больше, чем цель, больше, чем мечта. Это то, чему я сделала вывод, что это обучение нужно донести до как можно большего количества людей. Здравствуйте! Продолжая этот урок, я здесь как ментор проекта «Ұлт қазынасы» хочу рассказать вам про те уроки, которые были в моей жизни, про те свои методы, про те свои цели, планы, алгоритмы, с помощью которых я достигла успеха. Я считаю себя успешным человеком, потому что я смогла в жизни реализовать все свои цели, и на данный момент у меня есть еще очень много планов, которые я обязательно исполню. И чтобы у вас тоже были те цели, которые хотите исполнить именно вы, и чтобы они не были вам навязаны кем-то, хочу вам рассказать несколько своих жизненных эпизодов, и я уверена, что они вам также помогут реализовать свои планы. В наше время было очень трудно поступить в высшие учебные заведения. Обучение было бесплатным, но были очень большие конкурсы. Конкурсы на одно место в университет были 6-7 человек. И как простому ученику, который не учился без репетиторов, попасть в университет? Конечно, мы на тот момент в 7-8 классах не ставили себе такой цели, а жили своей жизнью, учились, игрались, бегали, читали книги. Но, как сейчас выясняется, уже в то время у меня лично была цель получить высшее образование. И для этого я делала следующие действия. Так как мы жили на селе, после того, как приходишь с занятий, у каждого из нас были определенные обязанности, которые мы должны были выполнить. Мы должны были принести воду, вынести снег и еще очень много дел, которые знают все дети, которые живут в селе. Этим, наверное, и отличаются городские дети от сельских, потому что есть обязанности. И вот это вот умение держать ответственность на себе и держать ее так, чтобы исполнить на 100%, это очень помогает, когда движешься к своей цели. И на протяжении 9-10 класса, обучаясь, выполняя свои обязанности по дому, я также четко проходила обучение. Обучение для меня было минимум 2-3 часа в день. Даже если у меня не было времени, например, ходили на какие-то спортивные секции или бывало ходили в кино и очень поздно возвращались, то в любом случае вот эти вот 2-3 часа на учебу я уделяла. Также занимались по дополнительным учебникам, которые выписывали через Кемеровские университеты, через Томские университеты. То есть для того, чтобы поступить в университет, имейте в виду, очень мало простых школьных знаний. Всегда нужно получать и работать над повышением своего уровня намного больше тех стандартов, которые дают в школе. Вот этот навык делать всегда больше, чем задают,
выполнять больше, чем тебе определены твои обязанности, очень мне помогло в жизни в будущем. Итак, первый навык. Запоминайте. Всегда делать больше, чем дали задание. Всегда исполнять больше тех обязанностей, которые вам предоставили. И тогда у вас будет все получаться. Далее, после того, как я поступила в университет, это была новая среда, новые возможности. И, естественно, были студенты, которые пришли уже после того, как они закончили школу в специализированных физико-математических школах. И я видела, насколько у них больше знаний, насколько у них больше компетенций. И я стала изучать, почему это так. Я прочитала очень много, больше, опять же, больше, чем задавали, книги по философии. И когда я открыла для себя мир философии, я узнала, как люди друг с другом взаимодействуют. И узнала, что самое главное в отношениях у людей — это уважение друг к другу и умение слушать. Запоминайте, второй навык, который вам пригодится в жизни и который будет как воздух необходим, это умение уважать вашего собеседника, умение уважать окружающих вас людей. И каким образом это уважение вы будете проявлять? Необходимо научиться слушать. Умение слушать — это важный навык. И самое главное, надо уметь проявлять, что вы именно слушаете, а не просто смотрите по сторонам. Каким образом это умение слушать вы будете демонстрировать? Самый простой принцип, про который все говорят, но не делают, это метод зеркаливания. То есть для того, чтобы продемонстрировать человеку, что вы его слушаете, вы повторяете его движения. Например, если ваш собеседник, например, поправляет волосы, вы тоже поправляете волосы. Если, например, он держит в руках очки или какой-нибудь предмет, вы также берете какой-нибудь предмет и повторяете эти движения. Таким образом, вы покажете человеку, что вы его уважаете, что вы его слушаете. И то, что вы его слушаете, во-первых, будет вашему собеседнику как минимум приятно, а во-вторых, вы узнаете его мнение по тому вопросу, который обсуждаете. И вот этот мир философии, который раскрылся во время обучения в университете, он мне привел очень много друзей. Я стала ходить в кружки, в которых углубленно изучается философия. И это мне дало какой-то, как вот сейчас, наверное, говорят, какой-то квантовый скачок, есть такие выражения. Так вот, в моем сознании в то же время произошел такой квантовый скачок, который вывел меня на новый уровень общения. И вот в этом новом уровне общения я узнала такое простое правило, что нужно быть просто искренним в жизни. Так, запоминайте следующий урок, который необходимо запомнить, это искренность. Каким образом вы будете демонстрировать свою искренность? Оказывается, достаточно человеку сказать, что ты им восхищаешься, но это должно быть искреннее восхищение. Я когда узнала про метод 5 рукопожатий, у меня мир изменился, у меня изменились друзья, у меня изменилось восприятие этого мира. Как это действует? Видите человека, который действительно вам интересен. Видите человека, который действительно вы восхищаетесь. И подходите к этому человеку и просите у него: «Можно я вам пожму руку?»
потому что я вами восхищаюсь, потому что я вижу, какие вы достигли результаты. И пожимаете ему руку. И самое главное, в этом должна быть искренность. И при этом не надо бояться, это профессор университета или это какой-то высокопоставленный сотрудник в какой-то фирме, или это какой-то высокопоставленный представитель власти или правопорядка. Запомните, любому человеку это будет приятно. И самое главное только, чтобы это было искренне. И ваше восхищение и ваша искренность раскроются с его стороны. И если вы зададите ему второй вопрос, а вы можете сказать, каким образом вы достигли таких результатов, то это будет вау-результат. И вы сможете узнать такое, что не говорят эти люди ни при каких интервью, ни при каких беседах, ни за костром, ни еще в каких-нибудь ситуациях. И вы получите таким образом новые знания от первоисточника, от опытного человека, потому что вы проявили искренность. Таким образом, я закончила университет, получила диплом, и, держа в руках диплом, в сердце восхищение перед этим миром, я пошла работать в систему профтехобразования. В системе профтехобразования я тоже получила очень много полезного, которое мне помогло достичь успеха. Система профтехобразования отличается от школьного тем, что там работает очень много креативных людей. В то время мы не знали этого слова «креативных», но как творческие люди, да? И вот эта вот творческая натура преподавателей, она достигала такого результата, что когда они рассказывают, например, про электротехнику или про какие-то приборы, 15-20 мальчишек, подростков, которых нельзя было утихомирить на уроке, они просто, можно сказать, раскрыв рот, слушали этого мастера, педагога, который говорил им про свою профессию. И тут я увлеклась всем этим, потому что поняла, что если ты будешь одухотворен своей профессией, и только тогда ты достигнешь в ней результата, только тогда достигнешь в ней успеха. То есть, если ты работаешь в какой-то сфере, то у тебя должны глаза гореть. Ты не должен смотреть по сторонам. А знаете, когда это возникает? Запомните этот урок. Одухотворенность в любой профессии появляется только тогда, когда ты эту профессию, это свое дело знаешь на 100%, знаешь каждую деталь, знаешь каждую линию в своей работе, когда знаешь, то есть только тогда появится одухотворенность. Очень многие считают, что профессия скучная, или она не моя, или я пойду искать другую профессию. На самом деле секрет заключается в том, что нужно достичь 100% своей вовлеченности в эту работу, узнать все плюсы и минусы своей работе, узнать, как эту работу делают другие люди, съездить на какие-то конференции, участвовать в каких-то форумах, тем более сейчас это онлайн очень доступно. И тогда у вас в любой профессии появится одухотворенность. Есть такая притча, что человек может быть талантливым, но если у него не будет упорства, то его талант никто не увидит. Также говорят, что человек, он может иметь знания,
может быть, у него там IQ очень высокое, он очень интеллигентен, но мы все знаем очень много интеллигентных людей, которые не смогли приспособиться к этой жизни и прозябают, можно так сказать, и пропагандируют то, что есть некая какая-то мифическая сила, которая не смогла, не помогла им раскрыться. На самом деле ничего такого нету. Самое главное — упорство и настойчивость. И если в силу каких-то обстоятельств вы попали именно в этот коллектив, и именно у вас сейчас именно эта специальность, то выучите ее на 100%. Станьте энтузиастом этой специальности, покорите эту специальность, а потом уже можете искать себе какое-то другое применение, в котором вы также упорно и настойчиво будете искать свою реализацию. Таким образом, проработав около 10 лет в системе профтехобразования, после реорганизации этой системы я вспомнила про свою детскую мечту. Детская мечта, она заключалась в том, что в классе 5 или 6 я увидела женщину. Она была очень красивая, очень ухоженная. Она ездила по тем временам на дорогой машине. Это была очень красивая белая Нива, я как сейчас это помню. И когда я спросила, кто эта женщина и чем она занимается, мне сказали, что она адвокат. И вот этот образ успешной, красивой женщины стоял передо мной, и я решила получить профессию юриста, так как выяснила, что только через юридическое образование становятся адвокатами. После этого, как я говорила, с упорством и настойчивостью я проработала следователем, получила все необходимые знания, сдала квалификационный экзамен на судью. В то время для того, чтобы сдать этот экзамен, нужно было подготовиться по 2400 вопросам. И вот это упорство и настойчивость, которая мне была привита с детства, я с первого раза сдала квалификационный экзамен на судью, и это дало мне возможность работать и адвокатом, и нотариусом, и судебным исполнителем, но я выбрала работу нотариуса. И много лет проработав на этой работе, я поняла, что самое главное в жизни — это коммуникации. Это было еще лет 10-15. Сейчас очень много говорят, что степень вашего успеха зависит от степени вашей коммуникативности. Так вот, я поддерживаю эту мысль. И самое главное — создать с человеком рапорт, то есть установить доверительные отношения. И эти доверительные отношения должны быть экологичными, то есть не причинять вред кому-нибудь. На данный момент, пройдя обучение на профессионального коуча, я научилась еще одному инструменту, который хочу передать вам сейчас. Это умение давать обратную связь. И вот когда даешь обратную связь надо давать так, чтобы ваши слова не поранили этого человека, чтобы в этом не было критики. А надо давать обратную связь так, чтобы этот человек, слушая ваши слова, он мог вырасти. И надо в этих словах говорить о том, что как бы ты сделал это наиболее лучшим способом. И вот этот вот навык и старание донести любую информацию наилучшим образом, это тоже урок вам, дорогие слушатели. Если вы будете стараться давать информацию наилучшим образом,
то у вас все получится, и вы достигнете всех своих целей. А также обратную связь надо давать так, чтобы у человека, который вас слушает, у него возникло ресурсное состояние. Вот что такое ресурсное состояние? Это чтобы ваши слова дали человеку вдохновение, чтобы он не закрылся от вас, а наоборот раскрылся и сказал: «Вау, а как я могу сделать это?» И начнет он искать внутри себя и таким образом раскроет свой потенциал. Это тоже очень важный навык, который необходимо следовать, когда даешь обратную связь при любых делах, при любых начинаниях. Когда даешь обратную связь, нужно человеку показать его ближайшую зону развития. То есть говорить правильными словами, задавать такие импульсы, чтобы он сам увидел свою ближайшую зону развития. И вот, как я говорила ранее, чтобы у него появилось вдохновение. Когда даешь обратную связь, нужно следить за своей интонацией, чтобы эта интонация не дало повод для каких-то отрицательных размышлений. И еще раз возвращаясь к первоначальному, хочу сказать, что обратная связь — это такая связь, которая дает вдохновление и показывает пути, как разрешить какие-то ситуации. Вот эти вот все примеры, которые я сказала, какие-то мои жизненные ситуации, я надеюсь, что дадут вам какой-то импульс в жизни, помогут раскрыть ваш потенциал и будут для вас уроком и не одним при достижении вашей мечты. Желаю вам удачи и всего самого наилучшего. Ваш ментор Бибигуль Ахметова.